Так. Гушвуй есть? Анзор, у тебя в архиве есть видео, где он призывает чеченцев не сдаваться русским, где он и так далее. Так говорит, кто перешел на сторону русских, тот пошел против народа. Я сейчас не могу вспомнить, у меня куча материала просто. Но я потом прочитаю твой комментарий. Подожди секунду. Пока настройки сделаем. Слышно? Видно? Видно. Хорошо. Понял, все. Валейкум салам. Шуга салам Бурдулас. Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракатуху. Я приветствую всех. Вот. Сегодня в такой обстановке. Аларейскую, Саваш. Алексей Смирнов, свободу Ичкерии, свободу Ичкерии, свободу всем нам. Она нам необходима. Я сейчас в пути, как и обещал, вышел в эфир, просто хотел поговорить, пообщаться с вами. Просто я не знаю, что будет дальше и когда я смогу еще раз выйти в эфир. Поэтому пока определенности нету. Амин, массо бусалтаг, войл, Аллах айлаш. Мам чечен, ва алейкум салам. Исмаил Ацаев, да, это действительно прямой эфир. Я сейчас в пути. Вот. Так что мы на связи. Алла Рейсхуил, Седана Дарова. Рейсхуил. Ну как вам последнее видео? Я сейчас в премьере того видео, которое сейчас выпустил сегодня, внизу читал комментарии, ну и не соглашусь с одним моментом, там разговор о женщинах, чья бы ни была бы эта женщина, это мать, это сестра, вот, может быть, чья-то бабушка. Я очень хотел бы, чтобы мы не говорили про женщин. Здесь, ну, в такой форме имеется в виду. Вот. И не надо уподобляться тем холопам Путина. Это их методы, а не наши. Мы должны быть далеки от этого и даже как-то не быть похожими на этих холопов. Нельзя говорить про женщину вот так. Некрасиво. Я нигде, еще добавлю, я нигде не помню, не слышал, не знаю, не видел, чтобы наши герои, тем более лидеры, конечно же, наши герои, те, которые стояли против оккупации, против оккупантов российских, никогда такого не делали, что делают сегодня вот этих холопы Путина. Вот. Вот что я хотел сказать, во-первых. И что, да? У меня тут чат работает или нет? Кто-нибудь напишите. А то странно, пока ничего не вижу. Оказывается, он у меня закрытый был. Сейчас, секунду. Я просто с телефона особо не захожу
прямой эфир. Ну, вы это знаете, поэтому особо. Валейкум ассалам, киборг терминатора. Делда, гумбадек диезасму дыгамцадо. Заязенчен жваплушусу. Так, звук норма. Алхамдулилlah. Анатолий Жучкин, так, добрый вечер, крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Я вам тоже также желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. И всем нам желаю мира. Извиняюсь. Алексей Смирнов, да, спасибо, что заходите, что смотрите, что интересуетесь. Со своей стороны, да, мы пытаемся принести вклад в нашу историю, в эти моменты, в трагические моменты нашей истории, чтобы сохранить все это, чтобы люди смотрели, знакомились, что происходило и что сегодня происходит на нашей земле. Ва алейкум ассалам, Айса Мусаев. Машвол. Так. Кого-то здесь стирают уже. Модераторы Аллах Рейсхуил. Ва алейкум ассалам. Понял, все так. Ну вот именно, тут Машуя Ожила пишет, наши герои никогда не могут быть предателями и трусами. Ну, поэтому мы их и называем героями, потому что они отдавали свои жизни, были готовы отдать свои жизни. И эти герои сегодня есть, те, которые живы, здоровы, алхамдулилlah. Вот. Поэтому и мы их называем героями, потому что они не перешли на сторону врага. Аллах Рейсуль Самасана Дабончарна, Аллах Гячдой, Аллах Газу, Обалдольцы Масира. Ахмад не сила. Просто дуаки Танзор, поэтому пишут такие комменты. Но все равно я просто со своей стороны призываю, не надо быть как-то в чем-то даже похожими этим халуем. Вот. Что за машина у вас, да? Ну, черная машина. Обычная машина. Так, я по комментариям иду. Как здесь неудобно с телефона. Ой, Машу я ожила, Анзор как же мага без доспех. Ну, потерял, как я говорил, посеял, может, променял на что-то, не знаю, что он сделал. Но, хотя он говорил, что он где-то ее бросил, оставил, потерял в лесу. Сейчас, секунду. Иса Муса уставший, да? Да, я давно в пути, я сейчас еду. Весь день работал. Ну, у меня тут пару встреч. Еду в другую страну. Так что я в пути. Наверное, скорее всего, я долго не буду сейчас. Ва алейкум ассалам, Дейлер Маш, Шудова Маш. Тут очень интересный комментарий. Анзор, мы все знаем, кто есть кто, и детей своих учим и рассказываем. Аллах рейсхуил, Аллах азут обалдуэль, Аллах рейсхуил, Аллах азут цер масера обалдуэль.
الشا ويدعبون الشا وينغيبوا ويشدقابوا دائما خиллабу. Так, и что касается первой части комментария, да, надо учить, чтобы подрастающее поколение было знакомо с теми моментами нашей истории. Вот, трагическими моментами это и есть наша история. Вот. Рассказывать надо про наших героев, что происходило, чтобы они знали. Это наша земля, наша история. Анзор Цайсаев Заур спрашивает, помнишь, по улице Пугачева жил на следующем улице от вас? Валагинц, ну не могу вспомнить, Зауру. Ну, примерно так, знаю примерно. Да, тут у меня тут сообщение. I sure want to stop now. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Косли. Анзор, что ты скажешь насчет того, что некоторые говорят, что чеченский народ должен помогать этой власти на укрепление, и что не мы в оккупации, а наоборот чеченцы захватили Россию. Да нет, неправда. Мы Россию не захватывали, и у нас в планах даже не было захватить Россию. Нам это просто неинтересно кого-то захватывать. Но нам интересно, чтобы у нас был мир и порядок, и чтобы была стабильность, как говорили наши лидеры, чтобы, как говорили наши лидеры, чтобы были гарантии безопасности для нашего народа. А то, что ты, ну я примерно знаю, о чем ты говоришь, сейчас примерно понимаю, ты написал власти. Это не власть, это марионетки. Это марионетки Путина. Вот. Пока ничего из того, что я сейчас перечислил, не произошло. Нет деоккупации, нет стабильности, нет порядка. Люди находятся под гнетом, выживают. Вот буквально недавно я смотрел видео, где старики собрались, вы, наверное, тоже видели это видео. Там высказывают те проблемы, которые существуют сегодня у нас на родной земле. Вот. Хотя там есть громкие заявления той власти, в кавычках, якобы все нормально. Нет, люди просто там выживают. Приходится выживать в этих условиях. Вот. Там они строят для себя всякие там центры, торговые центры, это и так далее, и эти здания большие, это все для них, но не для народа. Народ там выживает, имеет кучу проблем. Вот. Айса Муса, выспаться успеем, мне еще ехать и ехать. Исмаил Ацаев, Ларес Хуилон, я просто могу тебя поблагодарить. Ну, тут люди это читают. Ларес Хуилон. Доктор Ватсон. Герои, предатели. Ох уж эта тема. Ну, я зачитаю. Анзор разрушил представление многих о героизме этих лгунов. Наверное, они рвут и мечут от своего бессилия. Я всегда говорю, это мы все говорим. Герои всегда были для нас те, которые
совершали какой-то героизм, понимаете? Будь это на войне, будь это в мирное время, героизм есть героизм. Но когда человек переходит на сторону тех, кто убивал твой народ, это есть предательство, это есть лицемерие. Ты предал свой народ, ты предал свою религию, потому что религия запрещает совершать такие поступки, что бы они там ни говорили. И мы будем продолжать делать наше дело. Будем. Иншаллах. Аллах массу, ва алейкум салам. Сейчас, секунду. Так. Ва алейкум ассалам. Так, Вахид. Братья Войнах, ва алейкум салам. Из Турции, да? Интересно, Измир. Я когда-то жил в Турции. Анзор, расскажи, пожалуйста, еще раз подробно про драповый берет с теплотой и уважением, Вахид. Вахид тоже с теплом и уважением к вам, мои братья и сестры, ко всем. Ну, ты, наверное, про эту тему, где они сейчас говорили, там они бегали, там их на машине подвезли. Ты про это, да? Ну, это вообще позор. На самом деле это позор. Как можно идти в их армию, гордиться тем, что у тебя этот берет драповый или краповый, там что у них. И вообще шевроны носить. Россия, там вооруженные силы, ФСБ, ГРУ и так далее. После того, что они сделали с нашим народом. После того, как они убили около 300 тысяч наших братьев и сестер, из них 42 тысячи детей, и после этого идти в их армию, это, я не знаю, как это правильно даже слово подобрать этому, ну, скажем коротко, это предательство. Айса Мусаев. Анзор, имеет ли место такой тезис, что война Эрофии, то есть Российской Федерации, война Российской Федерации против ЧРИ является прикрытием для ограбления России? Да Путин добивает эту Россию, как говорили наши лидеры. Он ее добьет, вот увидите. Недолго осталось, иншаллах. Россию грабили всегда. Все президенты, все лидеры. Там, как когда-то Литвиненко говорил, Россией правит мафия. Вот что происходит. Вот. Там люди, там президенты приходят к власти на крови своего народа, на крови других народов. Это и есть мафия. Что тут еще добавить? Да, читаю комменты, по чуть-чуть иду вверх. Так что все хорошо, вот чтобы не ошибка. Угу. X, какой у тебя сложный ник? XTZZZ. Ва алейкум ассалам.
Выглядите уставшим. Я теперь понял. Выглядите уставшим, нужно отсыпаться. Успеваем. Все нормально. Работать надо, работать. Так. И все хотят уложить меня спать. Тут выспись, Анзор сегодня тоже за рулем сильно спать клонило. Ну да, мне еще долго ехать надо. Долго ехать. Кстати, сейчас подберу правильную форму. Я хотел бы поблагодарить тех наших братьев, имена я называть не буду, которые мне помогли в этой поездке. Ну, я уверен, они слушают меня сейчас. Ларис Хыршун, Ваишт Халдишту. Да, мол, шадек дикаха лютах вайдицнага, вайчахаду харду, шадек дани сурду, иншаллах. Ларис Хыршун. Так. Ахмат не сила. И вообще не сила. Народ живет в нищете, огромная безработица и бесправие. Это реалии Кадыровской Чечни, оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Да, сегодня, я сейчас все это пересказывать не буду. Мы все это знаем, что в действительности происходит у нас дома, на родной земле, как живет народ, какие проблемы у нашего народа. Как ты пишешь, я не скажу вот так, нищета, да, да, люди живут там, но проблем очень много, очень много. И те люди, с кем я общался, сейчас я прекратил связь с людьми, которые там живут по некоторым причинам. Но я в курсе того, что там происходит, как живет народ. И безработица, люди в долгах, люди, даже многие хотели бы выехать, если было бы куда. Сейчас нелегко даже выехать, тоже проблемно. Например, в Европу приехать. Да? Маршуя ожила. Анзор, как думаешь, предатели совесть мучает, что часто они твердят, что не предатели они, но факт такой вопрос про них есть, кто скажешь о наших унхах. Про их совесть я не знаю, как это, но я постараюсь сейчас ответить. Если бы была бы совесть, человек не пошел бы на предательство. Знаете, я тоже, как и вы, я уверен, что многие тут, которые сейчас смотрят, они находятся на чужбине, и так же, как я, тоже любим нашу землю, наш народ. И сегодня я хотел бы, конечно, жить у себя на родной земле. Я этого по многим причинам не могу сделать. И да, я мог бы поехать, например, сегодня, да, хорошо встретили бы, показали бы на ЧГТРК, мне приходилось бы там говорить всякие разные там вещи, осуждать отца, осуждать наших героев, которые дали свои жизни на пути Аллаха. Но я этого не сделаю, иншаллах. Я на такой шаг не пойду, на предательский шаг. И там говорят, что вынужденно перешли на сторону, что вот так, всяк, они разные там оговорки ищут, там совести у них нет. Вот почему. Да. Не надо браться за то дело, где ты не уверен, и не уверен в том, что ты пойдешь до конца. Не берись за это дело. Оставь. Не трогай то, что ты не можешь сделать, не умеешь делать. Не надо трогать это. Очаквалур вала, очаквалуру аль-хита, очаквал хажвиз.
Хылдала, Мял Хылдала. Ва алейкум ассалам. Ахмед Ибрагимов, Анзор, как ты относишься к Талибан? Кто они для тебя? Ну, они мусульмане, и сейчас они пришли к власти, да, и вы все это прекрасно знаете, я примерно знаю, почему ты задал этот вопрос, но я скажу такое, что я надеюсь, что на земле наших братьев и сестер афганцев наступит мир и стабильность, что у них не будет войн. Вот что я скажу. Это наши братья и сестры. Так, я читаю. Пытаюсь успевать, экран маленький, телефон. Брат Анзор, не могли бы вы, Шариф Ичкериев, не могли бы вы загрузить исторические видео того времени? Я видел много видео на YouTube от Низам о войне. Можете ли вы загрузить видео, подвергнутые цензуре, или YouTube их заблокирует? Да, многие кадры, моменты YouTube может заблокировать, поэтому мне приходится быть осторожным с этим, фильтровать некоторые моменты. Вот. Так, ну, я придумаю что-нибудь, что можно сделать с этим. Валикум салам. Ромарио Тони. Анзор, как ты относишься к лезгинам? Очень хорошо отношусь. Это, опять же, это наши братья и сестры. Я не из тех людей, которые делят наших братьев. Я наоборот тут людей призываю к единству, к тому пути, к которому призывает нас Аллах, чтобы мы были едиными. И еще раз повторюсь, что мы должны быть далеки от всяких рода провокаций, не вестись на это. Вот вы прекрасно знаете, что сейчас у нас происходит вокруг на Кавказе, как нас травят. Так что лезгины, другие, все мы братья, все мы братья. Большой респект, как говорится. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ипман, ну, я не буду сейчас про эти земли говорить. Я уже только что сказал свое мнение насчет этого. Нам что, земли не хватает? Вахид, с 98-го года я в Турции. Сыновья родились мои в Турции. Алладах, да, Тухба Болюш. От души, брат, я сам покинул тюрьму, страну народов России. Да, я тоже когда-то жил в Турции некоторое время. Даже успел чуть-чуть турецкий выучить. Так. No name.
Валикум салам, Анзор, смотреть эфир сейчас нету времени, зашел чисто поставить лайк. Интервала Анзора. Цахом, да, интервала цавала, ну, эфир сохранится тут, так что в любое время. Я тут без определенной такой темы просто решил с вами поговорить. Ларису. Ну, насчет тут косовских албанцев. Нет, я не связывался. Калисат Матаева Анзордам Алашу Масобу Соптегвоин Ларисхую Ларисхую Маршал Швуция. Ибраим, вот интересный комментарий у тебя. Как можно предать идею, если она была, за какие-то обиды и идти на сговор с предателем? Знаешь, вот буквально недавно смотришь эти разные видео, которые они клепают чуть ли не каждый день. Там они говорят такие мысли, что вот я там был, тот человек, который пишет это видео, он говорит, я там был рядом с Дудаевым или там рядом с Масхадовым и так далее и тому подобное. Как будто они вышли ради Дудаева, ради Масхадова. Тех людей, которые я знаю или знал, наших героев нашего народа, я уверен и знаю, что они шли не ради Дудаева, не ради Масхадова. То есть, я имею в виду, воевали против российских оккупантов, против убийц чеченского народа. Они шли воевать ради Аллаха, ради своего народа. Вот. Ни Дудаев, ни Масхадов, они не призывали людей, не призывали. Это были, скажем, добровольцы. И все эти люди, которые оказывали это сопротивление, в любой момент могли просто развернуться и уйти к себе домой. Вот. Другая сторона, когда человек идет на предательство, идет служить врагу чеченского народа, вот они предатели. И сейчас в этих своих видео они говорят, ищут вот эти оговорки, как бы пытаясь доказать, что они не совершали этого предательства. Да, они предатели. И даже вот последнее видео, которое я выкладывал, ну, я там говорю, кто они на самом деле. И даже из истории с 94-го года, например, там некоторые моменты были, где вот этот предатель, я просто имена их называть не хочу, он говорит, что вот нельзя сдаваться и не будем сдаваться, это слабость, мы пойдем до конца, положим сколько надо людей. А сегодня этот предатель на другой стороне, на стороне тех, которых он призывал убивать, на стороне тех, которые убивал чеченский народ. Кто они? Предатели? Ничего нам они не докажут. Валикум ассалам. Ларису. Андик Мандор. Путин, если уйдет, поменяется ли пост Кадырова? Все может произойти, но я уверен, что поменяется. Его там не оставят. Это просто позор Путина. Это позор Путина. Да, он ему нужен. Вот проводить вот эту грязную работу за него. Вот поэтому он и оставлен. И этот отрабатывает вот это доверие, да. Путин дает там, все разрешает делать все, что угодно. Дает деньги, власть, разрешение на все эти преступления. И когда не будет Путина, когда придет другой,
то он может просто в один момент его убрать. Как убрали его отца. Вот. Вентилятор дуэт. Анзор, куда едешь? Куда я еду? Финляндию. Финляндию. У нас тут кое-какая договоренность на пару встреч для нашего общего дела. Большое ожило. Просто последнее время я смотрю комментарии, и вот всегда в голове одна мысль. У нас красивый юмор. И то, что ты сейчас пишешь, только что почитал твой комментарий. У нас очень красивый юмор. У нашего народа имеется в виду. Валикум салам, Халид. Анзор, еще одно видео про рыбалку ждем. Ну, сейчас пока чуть холодно, ну, хотя рыбу и зимой ловят. Пока не до этого, наверное. Ну, посмотрим. Может быть. Так, был рейс Шумасана. Хуасли. Просто честно говорю, я не хотел его, не хочу даже называть имя этого чудика. Хамбиев в конце концов принял и признал свое предательство. Вот, значит, нормально. Но с условием, что все, кто против Кадырова, они никто. Ну, представь, никто. Вот какие они бессовестные, да? Лицемеры. Лицемеры. Не то, что предатели. Лицемершие. И просто мне не хочется называть их имена. Когда вот я начал трогать вот эту тему, я не хотел трогать эту тему. Действительно, не хотел. И люди, которые меня знают, вот из общения помнят, я им говорил, что вот да не хочу я, просто о них говорить не хочу трогать их. Потому что плохой запах будет. Что тут еще добавить, сказать? Я знаю, что наш враг исторически был и есть Россия, Кремль, политика России по отношению к нашему народу. Там много правителей, которые притесняли наш народ, которые начинали войны против нашего народа, которые депортировали наш народ в разные страны. И те умники, которых пытаются где-то что-то сказать, вот, мол, Кадыров, этот режим, или как это назвать, это сборище марионеток, этих халуев, их не надо трогать, это не эта проблема, а проблема в Кремле, да, кого вы учите. Я, может быть, лучше них знаю, что проблема там. Но знаете, мы не сможем игнорировать сегодняшнюю проблему, которая притесняет наш народ. Мы же, они же, вот как сказать, это же есть на самом деле, эта проблема существует. Мы не можем это игнорировать. Вот, не можем. И все то, что они делают, вот эти халуи, ну, получается, делает Путин. Ну, представьте, вот так выходит. Я прекрасно знаю, что все это от разрешения Путина происходит.
То пишут тут комментарии, говорят, вот, Анзор, не надо там говорить про Кадырова. Надо. Хорошенько надо сказать, хорошенько. Извиняюсь. Барбаруса. Алейкум салам. Анзор, ты встречался с Закаевым? Или намечается ли встреча? И сходится ли ваше мнение в общих планах? Хвала Аллаху, Господу миров. Хвала Аллаху, Господу миров. Я давно с ним не виделся, я даже сейчас помню. Так, это было в Берлине в прошлом году, в марте. Ну, то, что он говорит, то, что говорят другие наши активисты, общественные деятели. Я, конечно же, согласен в том, когда мы говорим про эти проблемы, все мы говорим об одном и том же. То есть, если мы говорим про Путина, если мы говорим про его собачку Кадырова, ну вот в целом я в этом согласен. Может где-то быть моменты, где я с кем-то не согласен, но это мое уже мнение, также и право, которое есть и у всех у нас. А так слежу за событиями, вот, смотрю, анализирую. Так, сейчас, секунду. Дон ТВ. Анзор, ты знаешь Рамзана Сатаева, бывший председатель шариатского суда Чараи? Так, Рамзан. Знаю. Ныне заместитель, да, я его знаю. Заместитель муфтия коров. Индийский муфтий, да? Салаха. Неудивительно. Я же говорил только что. Юмор у нас есть. Вот этот муфтий, да? Хумувая улон. Война Абайса. Неудивительно, что Ичкерия распала с таким отпрысками правительства. Ну, кто говорит, что вот так распала? Нет, она существует, пока мы есть. Мы есть и будем. Я имею в виду про идею саму. Все вернется. И в один прекрасный день, иншаллах, мы поставим точку. Мы придем к этому. Нам придется прийти к этому. А то, что были предатели, да, предатели бывают всегда. Они есть у всех. Они есть у всех. И они будут. Но совершать те ошибки, которые мы совершали, действительно мы их совершали, ну, постараемся больше не совершать. Иншаллах. Алейкум ассалам. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойное рабство. Слова Джохара Дудаева. Я помню, в 95-м году город Грозный отдали после боев. А потом мне захотелось поехать туда, зайти в квартиру нашу, и рискуя, вот там посты, ну вы это время прекрасно помните, и даже люди еще не заехали туда, в Грозный обратно, то есть это сразу после, не сразу, а летом 95-го было. Я поехал в квартиру на нашу, это было городок Иваново, вот. Там дверь сломана, все перевернуто вот, российскими там оккупантами.
то, что смогли, унесли. И я смотрю, на полу валяется вот плакат. Вы помните Джохара, фуражки такой, Джохара Дудаева, нашего первого президента? Вот его плакат. И там написано вот эти слова: раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойное рабство. Я взял этот плакат, завернул вот так, потом там еще взял я кое-что, то, что осталось, там, что мне было интересно, это военные энциклопедии отца были. Вот их забрал. Вот, вспомнил этот случай. Угу. Да, трогай твои родственники. Да, ладно, школа у него был. Так, Ахмат не сила. Ты абсолютно прав, Анзор, так как Огейн, Вельч, когда ты заходишь далеко, они начинают трогать твоих родственников, и Дук Чарик, и Ла Целуа, и многим это бывает сложно. Пример Муса, да, Алла Швоя, пусть Аллах хранит его, у него были очень классные и поучительные ролики. Я с Мусой давно не общался, а так я в курсе, что он жив, здоров, алхамдулилlah. Вот. Но это методы этих врагов чеченского народа, предателей чеченского народа, когда им нечего сказать, они идут на такие преступления, на самую такую мерзость. Они забирают твоих родственников, давят на них, давит на этих родственников. Я не знаю, мне сложно говорить про свое, и не хочется говорить про свое, я многое не говорю, но вот буквально недавно, вчера, еще неделю тому назад, знаете, они сейчас, как бы это помягче сказать, используют своих детей, заставляют писать моей матери, звонить моей матери. Вот. То есть идет такое психологическое давление. У моей матери 3-я стадия онкологии, больная женщина, старая женщина. Вот. Со мной не смогли, не потянули, а теперь перешли вот на такой метод. Представляете, своих детей заставляют писать, звонить и говорить какие-то там вещи, которые не существуют. Вот. Это нехорошо, когда трогают родственников, когда забирают их. Дальше я просто не хочу об этом говорить. Да, не шли этих стран. Иса Мусаев, Анзор, наша битва за свободу в итоге вылилась в битву за свободу Украины, Грузии, Азербайджана. Но нынешние лидеры этих стран обходят молчанием этот факт. Чем можно объяснить такое поведение? Ну, наши лидеры всегда предупреждали и обращались к ним, обращались тоже, обращались ко всем, что война не остановится на чеченцах. Завтра такая же война, может быть, будет в другой стране, той же Украине, Грузии, в Азербайджане, Карабах. Вот. Потому что Россия есть непредсказуемая страна со своей непредсказуемой политикой, агрессивной политикой по отношению к нашим странам. Если бы мы этого змея Горыныча, это животное, да, смогли бы вот вместе остановить в то время, то не было бы этих войн сегодня в Украине.
в Азербайджане, Грузии. То есть наши лидеры пытались открыть глаза вот лидерам этих стран, государств. А сегодня, ну, я тоже, да, смотрю, слежу за ситуацией. Действительно, там обходят молчанием, не договаривают, не говорят, даже признать не хотят, что это война, называют конфликтом. Нет, это война. Россия пошла на них с войной. Несущий мир. Валикум ассалам. Анзор, ты скоро магу собрякайте само. Исмаил Ацеев. Allah reis hırsıvır. Allah reis hırsıvır. Скала. Скала. Анзор, ты скоро магу барбекюра. У меня тут камера играет, настраивается. Короче, до инсульта доведешь. Я не виноват. Я не виноват. Сидел бы, молчал бы, жил бы спокойно себе. Может быть, я не говорил бы про него. Я вообще его не помнил, ну, забыл, точнее, забыл. Пускай винит своего шефа. Когда начал все это изворачивать, когда начал говорить, стараться очернять наших героев, всех наших героев. Я не ради себя, там, я не ради своего отца делаю это, провожу эту работу. Нет. Хотя они так хотят преподнести, да, выставляя некоторые факты, жесткие факты. Но все это ради Аллаха в первую очередь. И, конечно же, ради нашей истории, ради нашего народа, ради наших героев. Так что, если будет такой инсульт, то вина его шефа и, собственно, вина того маги, который потерял шпагу. Да, есть Телеграм. Есть Телеграм. То есть в описании видео, ну, сейчас Кавказ, наверное, добавит ссылку на Телеграм. Леха, вот очень красивые слова. Лучше быть последним волчонком в строю, чем цениться вождем у стаи шакалов. Ну да, так оно и есть. Загружайте видео, которое подвергается цензуре в телеграм-канал, пожалуйста. Да, я там некоторые видео даже успел закинуть, поставить. Тут кто-то спрашивал Фугас Лезгинку, вы все, наверное, помните ее. Ага, кстати, телеграм-канал тут ссылку дали. Баркал Кавказ. Красавчик. Сейчас мы. Ой, скала. Ой, я не хочу обсуждать. Не хочу это обсуждать. Интервала. Я хочу быть далеко от всего этого. Майс. Аларейскую. Узник чуждый. Валикум салам. Аларейскую саваш. Аларейскую. Братский салам тебе от Ингуша.
Сүйегара салама шалдықшық вежре. Алла рейс высош. Так, Роман Князев. Видел исторические записи вашего отца, а конкретно встречу Масхадова с Ельциным. Этот факт скрыть невозможно даже тем, кто бы этого очень хотел. Сил вам и терпения. Ларис Баркалсоваш. 12 мая 1997 года встреча в Москве, подписание мирного договора. Ты, наверное, про это видео. Я как раз был вместе с отцом на этой встрече. Вот. Там еще ряд других встреч были. Вот. Помню, когда Борис Николаевич Ельцин, да, подписал мирный договор, но кроме этого еще он сказал это слово, которое не хотел говорить. Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия. Они признали, что это не конфликт, а война, что она продолжается несколько сотен лет. Вот. И все это задокументировано. Как ты говоришь, есть видео, есть даже документы. И обязательно в один прекрасный день чеченского народа, мы вернемся к этим документам, подписанных с Российской Федерацией. Вот, иншаллах. Валикум салам, Артур. Сегодня подписался на тебя. Про Кадырова в трубе ты смешно рассказал сегодня. Ждем новых разоблачений. Ну, это не разоблачение даже, а то, что было на самом деле, да, люди рассказывали мне, те, которые были в этом селе, участники тех событий, вот. У меня очень хорошие контакты, хорошее общение с людьми, с нашими братьями, которые участники Первой войны, Российско-Чеченской войны, Второй Российско-Чеченской войны. Я с ними постоянно общаюсь, советуюсь даже, обмениваемся мнениями. Вот. И такие люди тоже мне рассказывают моменты, которых я не знал, например. Вот. Так что есть и другие моменты. Ну, потом расскажу. Как переводится степной пагал? Ну, я не знаю, это у Амбиева надо спросить. Он правильно это скажет. Бергман. Анзор, я надеюсь, это твое путешествие связано с нашим общим делом, иншаллах. Надеюсь, что многие чистые сердцем и делом сплотятся. Ты угадал, иншаллах, дикрельду. Я давно хотел к этому прийти, то есть к этой поездке сегодняшней. И, как ты говоришь, да, это связано с нашим общим делом, а меня другое не интересует. Я, можно сказать, живу с этим. Так что будем работать. И еще раз благодарю тех, которые мне помогли с этим, с этой поездкой. Аллах рейс слышим. Терш йохаряцис. Степнес. Валикум ассалам.
Gate of Wolves. Чеченен. Так, какой у вас сложный язык? Немецкий. Deutschland. Vergessen zu haben. Ну, так-то я понимаю, потому что он чуть схож с норвежским языком, немецким. Валейкум ассалам. Так. Салман Кавказ. Большой салам, маршал, всем братьям от хаварцев. От меня тоже, маршал, всем нашим братьям аварцам. Благодарю, брат. Я очень рад, что наши братья интересуются, заходят, слушают, поддерживают нас. Так что мы есть в любое время, как братья, иншаллах. Ватан шахид Вар Амин. Ага. Ну, читаю турецкий, чуть-чуть помню его. Вахид. Анзор, пусть покоятся души в раю всех тех чеченцев, кто отдал свои души ради своей родины. Аминь. Аминь, я Аллах. Аминь. Муслим, валикум салам. Саваш Анзор, Ламаю Муса, Хайгун, Мершвитиш Муса. İşte diğer dükkanı olsun kamel deze Facebook çağ yine son işte publikasyon yaşa işte. Act boldly. Мы их накажем. Ну, я не понял, кого, ну, примерно понял. Самое главное, не мы. Аллах накажет. Аллах всех накажет, кого надо наказать. Так. Эльтайр Карагандинский. Брат, почему так пропал? Алейкум салам, вараматуллаху баракату. Здоровье, алхамдулилlah. Здоровье, нормально, все хорошо. Настрой, как всегда, хороший. Тоже настрой. Так, про магу ты так сказал. Я не знаю. Ну да, там был какой-то писк. Маги без шпаги, без доспехов. Вот. Но я решил, как я сейчас сегодня видео сказал, которое выставлял, если пойдет такой писк с их стороны, со стороны вот этих собачек Кадырова, то по шее получит Кадыров. Не хочу вот обращать внимание на таких. Алейкум ассалам. Ларейскую.
Ахмат Несила я тут прочитал, ну, там сообщение, комментарий, где ты пишешь, мол, кто призывал, не призывал. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Вот. Что, мол, ни Масхадов, ни наши лидеры там призывали к уничтожению России, там, убийствам всех русских, как это говорил когда-то Кадыров. Вот. А потом перешел на их сторону. То есть даже не перешел, а снял с себя масло. Ну, 20 тысяч. Ну, ты понял, что я хотел сказать. Запасной аэродром. Цахез. Соцахез, Сахези. Странно. Wireless charging paused. Так, меня не слышно, да? Сейчас, секунду, как я, кажется, очень далеко тут. А вы много написали. Так, я... Меня сейчас не слышно? Хайшубая? Так, проблема. Вот, и халал. Сабиак мабиала. Игдуала рейсхую. О, Асланбек, касума вен. Нохчи кома я. Магу мацу, мага. Das першанги олашын, а? Швага менира. Зайхан ару. Шеф турбичур халахны комац. Знаю, что. Его дай телефон арва кучур. Хуич даство. Я хуич бала бац. Так. Машу я ожила. Дела. Превомдитиве. Надзор, как там у вас ситуация с вирусом? Вакцинацию всем делать или по выбору? Ну, по выбору делают. По выбору. У человека здесь есть выбор. КМС вольник, совац, пьяш латинок. На вас чел вылез. Шиква говорит, мы отговорили, а? Мадас не так. Да, мула. Паубец. Модератор. Все по Барковле рискал. Финляндии. Так. Валейкум ассалам. Леха. Дигели. Правильно. Валейкум ассалам. Из Ингушетии, да, марш Львов, Москва Бусок Львов, Ларейс Хуирсалаш, Ларейс Хуир. Чох Хазкит, Вайвежде Иштхауш, Вайдоуштук, иншаллах.
КМС Вольник, маршал Наости бо. Деревс маршал бо. Сега лодох маршал. Nabi će dikad drva. Nabi? Nabi, aha. Xica luša, uruviš. Nabi čuva. بخنبي بان توخيد بان توشاشين توخا ويتس توخا بان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوك ديكيات ده واشين جو يقيش ميون جو دي دوك ميون ما تسولتيش. أنا نسيت هم говоришь. آدم داودو آدم видео дикер انظر بو منو فيديو يتيشي примерно قيتم قيت وعملنا جيوت قيدك نشغليو إن شاء الله. Ахмад предатель чеченского народа. Нет, Ахмад враг чеченского народа. Лерло вежрибо, иншаллах, гражданин Ичкери. Цаюша все сообщения. Хоник. Хамбир 2010. Шара домод халха. Саба был шумляться. Дикие звуки. Так, скала модератора, не бань. Единорога, бог. Он нам нужен. Не нужен. Кому он нужен? Кадырон, вешица. Чухиец, да? Там камил шдает. Кывы ищет. Яргал бирбац, еще сэлак мо бирбу. Валикум ассалам. Так, Алмаз Джапарбеков. Анзор, как поживаешь, Ваша? Ты меня, наверное, не заметил. Еще раз, алейкум салам. Как там, братья в Норвегии все? Брат, я вот тут чуть пролистал, хотел настроить, думал, проблема в звуке. Поэтому я, видимо, пролистал в тот момент. Ну, хорошо, что написал. Все хорошо, алхамдулилlah. Все нормально. Братья в Норвегии рядом. Все хорошо, алхамдулилlah. Чего желаю всем. Сообщение штаб-лица. Aslanbek Edi, أخوتي أردوليش وبجري بود دير أخوتي تصدقلتهم أخوتي ميتك ما يسكولا вот أخوت هو أخوت يوتش ولا ستاتس قيق مش بينير مش أشتي قاعد يوتسك صحاو اللي هو يقعدوا على تحان داس دوها إلا تحهم تديتسر Я извиняюсь, что на чеченском. Так вот, Турция, Ухве, Хасан Халитов, Цо, из телефон шиттер, теппер, бойдерош, бойдер. Иштиях, итен, загамил, что будешь. Он юадывал, поэтому бацыш. Бац. Насуется к тебе Кадырову. Очень жал. Амац не сейлацун закаес. Вот жаль. Ну, цуэлек хэцхэр душун ю алцалесун эдишнаш.
وجعلناش خجالدو خشمدو Замаду. Валикум салам. Анзор, по возможности говори на русском языке, чтобы мы тоже понимали. Да, конечно, я говорю на русском языке, чтобы вы понимали. Тут бывают просто моменты, когда просто надо это на чеченском сказать. Все временно так, так. Скала ни одного выстрела в сторону России не сделал, а стал команцы, полководец из... опять про наших баранов, да? Исмаил Ацаев, Анзор, Шашин, Волк и Хаж, просто другой раз сделай подольше эфира, Мокшалар Яез на вас Шалмави. Шалвина, Мацвина, Мацвинасу. Allah резкую сож. Дукайрвац, тойш. Дано верук. Ханцей диккендало виз. Allah резкую. Так. Кавказион, Анзор, алейкум салам. Так. Турпал Куракаев, представитель чеченцев в Норвегии. В 2000-х годах он еще там, не Куракаев, а Каимов. Турпал Каимов. Ну, он, да, говорил, что он является там представителем Масхадова, депутатом и так далее и тому подобное. Но он таким не являлся. Его всего лишили, насколько я знаю, как у меня есть эти документы. Я не знаю, где он. Я не знаю. Анзор, освободи нас. Аллах освободит нас, иншаллах. Модератор Анзор Шииль молил Бог. Social Velvats. Алиев Ильхам. Вы там были, когда Яндербиев с Эрдоганом на встрече был в Турции? Нет, я там не был в то время, не был. Крокодил. Körforsiktigt på bilbälte, Anzor. Selvfølgelig. Jeg må. Ikke sant? Это было на норвежском. Так, алейкум ассалам. Маршал Аду Нохчичура. Руслан Чарту. Алла рейс хул, Руслан. Дейлер салам маршал хул. Тойгара дук салам маршала. Мэр салам маршала Норвегия. Вы долштук. Санхаш дина. Сани ушкитер дук, иншаллах. Кадыров под левым ником сидит. Наверное. Но смотрит нас. Тимо Тимоев. Алейкум салам. Анзор, что тебя ждет? То есть, что меня ждет, если я поеду домой? ЧГТРК ждет. ЧГТРК ждет. Это у них там собственное телевидение. Анзор не так поедет туда. Анзор поедет туда по-другому. И все по воле Аллаха.
КМС Вольник Аллах резкую слышь. Ва алейкум ассаламу рамтуллахи ва баракатуху. Лайки. С телефона чуть сложновато тут все прокручивать. Да, вот Ламанхо стараюсь ответить на вопросы все. Алейкум салам. İslam nohçi я prater och så norgisk. Är du från Danmark? Kanske? Jag pratar också norgisk. Vi säger norsk här i Norge. Это было на норвежском. Вот. Иншаллах. Так, мы, наверное, уже пойдем. Сейчас дочитаю. Не-не-не, Ислам Нохчев, все нормально. Нет, ваша я с Осло, я пошутил так, поинтервал. Знаешь, я хотел бы попросить просто, чтобы вы были бы осторожными, не писали ваше местоположение там, или там, не делились такой личной информацией, имена, фамилии, номера телефонов, имейлы и так далее. Лырушхова. Анзор, сколько ты языков знаешь? Ну, то, что хорошо знаю, английский, норвежский, русский, чеченский. А то, что чуть-чуть так понимаю, турецкий, французский в школе учил литовский, вот. Немецкий, когда читаю, понимаю. Арабский когда-то, да, учил. Есть там чуть-чуть разговорная речь. Валейкум салам. Ну да, Асламбек Эди, правильная тема. Ты пишешь, алейкум салам, Анзор, история, связанная с похоронами нашего героя Юсупа Тимирханова. Именно отношение чеченцев с оккупантами переломило политику Кремля с Кадыровым. Сделай видео про это. Мы когда-то в то время говорили об этом, здесь на канале есть. Я затрагивал эту тему. Как вы помните, это именно на похоронах нашего героя собралось только много людей, не только чеченцев, а также наших братьев соседних республик, которые приехали на эти похороны. Тысячи людей. Столько людей не было даже на похоронах Кадырова. Вот. И вот эти Кадыровы, вот эти холопы, они, как это правильно сказать, они испугались этого, что вот где-то, когда-то люди могут встать, вот так именно, могут собраться в любой момент, пойти против этой власти даже, они это так представили, понимаете? И у них вот пошла вот такая, как зависть, боязнь, вот. И они там начали перекручивать вот этот момент, даже вот эти похороны такого человека, героя чеченского народа. Аллах азит обл дойсун.
İslam nokçu inşallah ve doğuşluk. Allah razı olsun. World Small, я понял, что он сказал на норвежском, это про язык. Да, был про язык. Виктория, Украина, Анзор, не уезжайте никуда. Почему? Поедем, будем везде. Это наша работа. Надо работать, надо что-то делать ради нашей идеи. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Брат из Азербайджана. Антонио Фалконе. Валикум салам, брат. Анзор, как называется книга, которую ты написал? На норвежском языке написал. Min far Чечениas президент. Frihetskämparen. То есть мой отец, чеченский президент, борец за свободу. Так в переводе. Нам и русский язык приятен. Сказал, а он... Так, ну пойдем через минуты 2. Сейчас уже. Алейкум, я дочитаю последние вопросы. Мечахубо. Рагонеги. Анзор очхой мартан ю. Он чоса гаттеш маршал лобош. Ларес урсаваш. Дейлер сала маршал хуйл. Кунарвегера док шуг маршал. Очхой мартан. Так. Кыйо метиш кыйчарга масарга. Ясак эсцабо. Ларес хуйлш. Сун докумахит. Ларес выйдош. Так. Валикум салам, Джордан Готи. Пишут из Казахстана нам. Ларису. Нет, я не стал переводить эту книгу, потому что я начал работу над другой книгой такого же формата и начал на русском языке. Но сейчас появилось много других дел, поэтому времени не хватает вот с работой над книгой. Вот. Да, World Small. Значит, есть схожие слова норвежский, нидерландских языках. Есть, когда я был в вашей стороне, когда я слышал нидерландский язык, да, то понимал, о чем говорят. Особенно легко, когда вот читаешь что-то, газета и так далее, тогда уже больше понятно тебе, о чем речь. Вот то же самое, как я сказал, немецкий язык. Немецкий тоже я понимаю, потому что есть там схожие слова. И тем более, если ты еще дополнительно знаешь английский язык, то тебе еще более понятно, о чем речь. Доктор Ватсон, на каком языке можно разговаривать, чтобы ты не понял? Я не скажу. Промолчу.
Конечно, не все языки. Я не говорю, что я очень хорошо знаю, например, там арабский язык или турецкий. Арнольд Газарин. Ага. Насчет здравствуй, добрый вечер, здравствуйте. Можно вопрос, ты планируешь когда-нибудь приехать в Чечню домой, но не в Ичкерию? Все по воле Аллаха. Иншаллах, мы вернемся. И иншаллах будут хорошие изменения. Я в это всегда верил. Не только я, но все мы приедем на нашу землю. Вы вежри, ежри, волчье. Иншаллах. Иншаллах. Да, тогда я уже начну прощаться, а то я долго прощаюсь тоже. Дочитаю просто, хотел до конца дойти. Кажется, дошел. Дуа яшву суала мокшмер шливы. Масу бусалбливы. Алла рейсху муслимун. Алла рейсху саваш. Сон докум хиет шудолша аш иш дуаш олша шеш дуйху ичша сон докум духитаван. Да, молаша дикне карду иншаллах. Брак Аллах. Аллах рейсху масан. Аллах рейсху. Дигду тогда я благодарю всех. Вот. Как мне уже говорят, советуют, отдохни, езжай по делам. Вот. Еще раз благодарю всех. Аллах рейсху масана саижри его кест связи дуйдук да уважение дуйдук. Аллах рейсху. Аллах рейсху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху акбар. Амин. Амин. Ва алейкум салам.